Здравствуйте, Лайсан. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Мы обсуждаем вопросы предпринимательства. За этот год в республике достаточно серьезно изменилось отношение к бизнесу. Появились инвест-часы, изменяется инвест-климат. Как вы, как руководитель одной из самых массовых организаций предпринимателей, оцениваете прошедшие изменения? Здравствуйте, Рустам Маратович. Во-первых, спасибо, что пригласили. Даже сегодняшний наш эфир, сегодняшнее наше мероприятие говорит о том, что внимание бизнесу, конечно же, на высоком уровне. В первую очередь мы же предпринимателям передаем через СМИ всю информацию, всю доступность. Поэтому такие вот передачи, такие мероприятия – это уже большой шаг на популяризации и поддержки предпринимательства. Да, я с вами полностью согласна. Если даже на сегодняшний день у нас есть инвесторы, предприниматели, люди, которые готовы вложить свои деньги, приходят и напрямую заходят и руководству, и первым лицам. Но что могу сказать, что раньше, к сожалению, вот это вот рубили на этапе, наверное, начальников отделов, каких-то структур. Не потому, что эти руководители, начальники отделов, они хотели там что-то плохое или не допускать их проекта, а потому что они, заходя с их проектами руководителями, они должны были нести свою ответственность. Вы представляете, там чиновник, руководитель какого-то отдела, не будем принципиально там уточнять, заходит с проектом, и он сам не знает про проект, не уверен, а тем более, если он не может его поддержать, защищать, конечно же, ему минус KPI. А сейчас настолько все поменялось, сейчас уже эти же люди, которые когда-то говорили, сомневались в проектах, не доходили, а просто отсекали, они говорят, где вы, идемте, давайте зайдем. Вот это поменялась именно структура власти и работа власти в первую очередь. И предприниматель, конечно же, сегодня чувствует, потому что появилась возможность, если какой-то руководитель какого-то отдела не взял проект, легко можно достучаться и до Ради Фаридовича, в конце концов. Социальные сети, активность, вот это вот у предпринимателей сразу воодушевляет. Это бизнес-страница, которая открыта по инициативе, по-моему, руководителя администрации, она работает вообще? Она выявляет какие-то проблемы? Да, работает. Я прекрасно понимаю, что все проблемы, которые пишут предприниматели, они разных уровней. Не может там глава республики или руководители реагировать. Это нереально. Но когда вопрос касается глобальных проблем, когда идет давление на бизнес, есть у нас ИЦОП, где круглые столы проводим. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Да, «Бизнес против коррупции». И вот когда на площадку выносятся эти проблемы, они решаются, конечно же, положительно, предприниматели довольны. Вы сами принимали участие вот в каком-то инвест-часе? Можете привести пример, как решаются вопросы на инвест-часах? Да, принимала и муниципальных образованиях. Когда у предпринимателя есть вопрос, скорее всего, это не вопрос, а проблема. А проблему он не может решить, учитывая какие-то ненормативные, неподходящие законодательные акты, которые ему не подходят. Или где-то финансовые деньги есть, а их оплатить, привести в республику тоже возникают какие-то проблемы. И вот на этом уровне, когда индивидуальный подход нужен, может быть, это и банковские были проблемы, вот я сама присутствовала, они решаются индивидуальным подходом, индивидуальным решением данных вопросов, они идут в пользу предпринимателя. В конце 90-х, начало нулевых у нас были, скажем, такие кураторы со стороны органов власти, которые возглавляли, допустим, отрасль ЖКХ или отрасль агропромышленного. И войти в эту отрасль какому-то бизнесмену без согласования этого куратора на самом верху, который сидел в Белом доме, было сложно. Сегодня эта ситуация изменилась или нет? Но в те годы не только чиновники были, скажем так, крышевали, можно, наверное, такое кавычка слово сказать. И тогда и монополия некоторых предпринимателей тоже было. На сегодняшний день вот этот вот закон о том, что 30% малому и среднему бизнесу. Он работает? Он работает. Монополии должны делиться. Он работает. Знаете, в каких случаях не работает? Когда выставляется наравне со всеми тендерную площадку, электронную площадку торги, обеспечительный взнос нужен, объем работы, опыт работы. Вот это все, когда учитывается, мы, конечно, привыкли все-таки жаловаться, что нас не допускают, все там решено, все идет через связи. Но те, которые попробовали,
они дальше идут, дальше получают и дальше участвуют. Мне кажется, что можно сделать, когда человек постоянно привык жаловаться? Ничего. Только работая, только привлекая вот этот позитивный опыт, а один позитивный опыт привлекает одного, а один негативный, он семерых уводит, как говорится. Конечно же, предстоит большая работа, огромный труд, поэтому мы собираем наших успешных предпринимателей, те, которые перешагнули, получили, их надо больше показывать. К сожалению, открывая Яндекс-страницы или какие-то там социальные сети, мы часто пишем про негатив. Вот там кого-то там, не дай бог, убили, посадили, какие-то вот негативные отзывы, они больше лайкаются, наверное. Но я бы на законодательном уровне бы запретила прям на таком негативном уровне нести, где позитив предпринимательства, где когда обращаются надзорные органы, вопрос решился в пользу предпринимателя. У нас же, по сути дела, нет ни одного предпринимателя, которого посадили, которого вот явно какие-то нарушения за налоги или есть административное. Разве нет таких случаев, что предприниматели... Чтобы именно за предпринимательскую деятельность посадили, за то, что он уклонялся от налогов, я вот не знаю. А вот если говорить о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, ну вот, или наоборот, раньше говорили, ну пусть бы хотя бы не мешали, не то, что пусть хотя бы не мешают, не то, чтобы помогают. Вообще вот сегодня вот это, скажем, регулятивная гильотина, о которой говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, она не душит бизнес, она же все равно присутствует. Присутствует. Вот это новомодное слово у нас, регуляторная гильотина, оно появилось, и многие думают, что это такое. Это прежде всего убрать все законодательные акты, которые не работают на сегодняшний день или устарели. Это касается в основном и строительной сферы, вот очень много у нас проблем и вопросов, и связанных налоговым кодексом то же самое. У нас настолько все усовершенствуется и быстро идет, а некоторые законодательные акты, нормативы, они мешают бизнесу. Пример хочу даже привести. Когда мы, возьмем упрощенную систему, я малый бизнес, поскольку представляю там, доход минус расход. Человек, открывая свой бизнес, ставит там на упрощенную систему налогообложения, доход минус расход, там 15% от разницы платят. И когда человек эти 15% заплатил от своего бизнеса, он же может получить прибыль. Но нет, ему еще дивиденды добавляются за то, что он своего бизнеса еще получает. Это двойное налогообложение. Почему бы не переделать? Конечно, это человек, который открыл бизнес, он или другими путями выводит деньги, если так можно выражаться, наверное, да? Откуда появляются обнальные конторы, черные схемы, всякие разные схемы, которые мешают обычному нормальному бизнесу. Почему бы не дать возможность тому, кто вложил свои деньги, заплатив налоги в этом бизнесе, забрать эти деньги и пользоваться. Также регуляторная гильотина – это, наверное, взять, просто переписать заново полностью, как предложил Александр Геннадьевич у нас, сделать кодекс. Кодекс предпринимательской деятельности. Да, кодекс предпринимательской деятельности. Как вы считаете, появится такой кодекс? Я верю. Я верю, знаю, что уже люди над этим работают. У нас есть очень действующий инструмент, проектный офис, где туда я тоже вхожу в состав. И вот на последнем из них как раз было озвучено, что будем делать кодекс. И там будут все меры поддержки, в том числе государственной поддержки, прописаны, да? Все меры поддержки предпринимательства. Я понимаю, что кодекс это отраслевое. Я думаю, что по отраслям-то и напишут. Государственная поддержка, она не может быть одной единой. Она же потому что сельхоз одно, там IT другое, предпринимательство социальное или какое-то, это другое. Поэтому если такое напишут, конечно же, это облегчит работу предпринимателей. И очень тяжело предпринимателю, когда смотрит закон, написано одно, и там 1000 ссылок на другие-то акты, подзаконные какие-то там нормативные акты. И предприниматель вроде бы прочитал все хорошо, а там изучить не все же юристы. У него просто не хватает сил, возможностей, и я реально сама даже не знаю, не читаю, поэтому мне тоже тяжело. А когда четко написано, что ты можешь, что нельзя, облегчит, наверное, 1000 раз. Будем надеяться. Как вы относитесь к тому, что правительство в качестве первого вице-премьера возглавил Андрей Назаров, который сам, в принципе, выходец из бизнеса? Мы, конечно, молились, реально, скажу честно, мы молились. Даже в прошлом году, ровно год назад, в октябре месяце, у нас был съезд лидеров опор России. В Республике Башкортостан проводили, это федеральный был съезд. И на пленарную часть и гостем мы, конечно, в первую очередь пригласили Андрея Геннадьевича. Мы верили, что
должны быть такие люди в республике, именно которые бизнес выстроили, построили и готовы дальше работать во благо республики. И когда узнали, что такое назначение, обрадовались очень от души, хочу сказать. И как раз только сильный человек может повести за собой людей. Я сейчас говорю про бизнес-сообщество. Министерство экономического развития возглавил Рустам Муратов, выделен Госкомитет по предпринимательству. Эти изменения, как вы считаете, они способны улучшить инвестиционный предпринимательский климат в республике? То, что Министерство экономического развития было и есть, оно и осталось. Но добавилось инновационное сюда развитие, которое отсутствовало. Инновационные вроде бы занимались все, но только не было одного единого ответственного. Поэтому сейчас мы напрямую, даже тех инвесторов, которые в инновационной сфере с деньгами готовы, мы знаем, куда направлять. Не буду скрывать, что до последнего я писала в WhatsApp-сообщение Андрею Геннадьевичу, куда направлять, к нам пришли инвесторы такие-то. Приходят часто именно общественные организации, не зная куда. Сейчас, по крайней мере, они будут знать, куда, и задавать свои вопросы, если их интересует какой-то индивидуальный подход, какие-то проблемные вопросы. А то, что касается Госкомитета по предпринимательству, туризм, надо было давно уже отдельно выделить, потому что сектор туризмом должны заниматься люди, которые уже живут туризмом. Это, мне кажется, туризм – это образ жизни. Это не то, что бизнес только. Этим надо быть увлеченным, заниматься. И то, что сегодня у нас Салават Тагирович возглавляет, тоже очень достойная кандидатура, которую человек, мне кажется, он всю республику, во-первых, знает очень хорошо, во-вторых, сферах услуг, что у нас, к сожалению, хромает в республике, не будем отрицать. Туризм можно развивать тогда, когда есть сервис. Мы сами все ездим для того, чтобы получить этот сервис. Человек, который работал в этой сфере, оказывал этот сервис. По поводу Госкомитета, я думаю, что работа также будет идти у Государственного комитета по предпринимательству. Все проекты, которые запланированы, они, слава богу, эти конец года, но реализуются таким темпами, такими масштабами. Мне очень нравится. Очень нравится, что работают все общественные организации, и опоры, и деловая, торгово-промышленная палата. И только правильно делает Ирина Юрьевна, когда, объединяя все силы, всех вместе, даже выезжая совместно в район, сейчас мы поедем в Стерлитамакский район совместно с Госкомитетом и все общественные организации. Это круто, это сила, и так, конечно же, можно достигать результатов. В указе Ради Хабирова прописано, что к 2024 году мы должны удвоить количество предпринимателей в республике. Насколько это реально, как вы это оцениваете? Ведь все-таки в бизнес сегодня идет не каждый, далеко не каждый. И условия, что бы мы ни говорили, для них достаточно сложные. И пресловутая гильотина со стороны надзорных органов, и риски, которые предпринимательство несет. У нас есть реестр малого и среднего предпринимательства. Если даже вы сегодня оформите общество с ограниченной ответственностью, но не сдали один простой нулевой отчет по среднесписочному, вы не попадаете в реестр малого и среднего предпринимательства. И наша республика где-то отстает только потому, что у нас не ответственны бухгалтера, не ответственны сами руководители. По незнанию не сдали эти отчеты. И этот 140, примерно, по-моему, тысяч сейчас, предпринимателей, это по МСП реестру, а фактически их больше. Если считать фактически всех предпринимателей, которые даже пусть не сдали этот простой нулевой отчетность по среднесписочному, конечно, они же предприниматели, то, конечно же, удвоим. По гильотине я бы, конечно же, убрала те факторы, которые мешают бизнесу. Ты только зарегистрировался, ты начинаешь заниматься своими идеями, бизнес какими-то процессами, а тут у тебя какой-то реально нулевая отчетность. Я очень верю, что когда уже у нас законодательство поменяется, скажем, кодекс появится, такие мелочи, которые не влияют ни на что, они, наоборот, помогут увеличить количество и дадут хорошие показатели. И занятых. Мы же работаем не только количество предпринимателей увеличить, мы же работаем на то, чтобы еще количество занятых в МСП увеличивать. То же самое. Я знаю компанию, где работает 18 человек. Для малого бизнеса это хороший показатель. Но он тоже где-то какой-то отчет вовремя не сдал, и его в реестре нет. Да. А кто сейчас идет вообще в бизнес, в малый бизнес? Есть ли какие-то направления, которые сейчас являются приоритетными? Есть ли интерес к производству?
Всегда был и есть. Я бы не стала, может, я, конечно, как предприниматель, как руководитель общественной организации по предпринимательству уже, я же вижу, сколько... Вот к нам в день в ОПО России вступает 1,5 человека. Вот так вот, В день? статистика в день. Ежедневно? Да, То есть да, 500 человек да, примерно в год? Да. Но есть, которых мы исключаем. Они, если не платят, грубо говоря, 5000 рублей, пусть так будет, или за поведение иногда 5 бывает. тысяч в год? Да, это взнос. И по этой статистике они-то приходят там, когда регистрируют бизнес, когда им надо среда А сколько у вас общения. вообще членов? 800 сейчас. 800 по Да. полю России? Да, в республике. Мгм. И когда я у них спрашиваю, почему многие приходят для того, чтобы общаться. Нужна среда, во-первых, общения, а во-вторых, они же хотят быть в курсе именно вот государственных программ, которые помогают, каких-то других, каких-то инвесторов, чтобы найти. Поэтому они идут в бизнес. В основном молодые, да, я согласна, потому что субсидии. Вот сейчас конец года во всех муниципальных образованиях, районах работают субсидии, стартапы работают. Многие, конечно, есть такие, регистрируют для того, чтобы попробовать подать на субсидии, получить эти субсидии. Сколько субсидий вот начинающему бизнесу можно получить? 300-500. 300-500 тысяч? Да. И это как стартап правильно. такой, да? Кстати, да, считаю, наверное, механизм, когда субсидии раздает именно район. Раздают, грубо слово, выделяет район, потому что в районе все-таки они знают своих предпринимателей, они знают, как они будут заниматься, чем они будут заниматься. И когда комиссия решает не республиканская, там единая, что там находится за Урале и Северо-Востоке, это тяжело, а именно сам муниципальный район, это тоже очень успешный механизм. Тем более сейчас у нас есть вот бизнес-шерифы, мы же эксклюзивно сейчас стали. Вы поддерживаете вообще эту идею? Да. Как оцениваете? Да, общаясь с своими коллегами, с другими регионами. Не будут ли они вообще, вот, ну, условно говоря, зажаты главой администрации, в принципе, как они могут защищать предпринимателей, находясь в подчинении у главы? Мне другой вопрос интересует, не ведут ли они сами бизнес, учитывая, сколько программ, сколько финансовых поддержка есть в республике, и они же, когда к ним приезжаешь, они говорят, я, говорит, в шоке, вот разговариваем сегодня только по предпринимательству, я говорю, в шоке, что столько всего есть для бизнеса, я, говорит, даже не знал, и субботнее у них обучение, вот Рима Юрьевна, конечно, работает с ними очень активно, они все вникают, и у них, я понимаю, что некоторые скоро даже уйдут в бизнес. Ну, они только Да. пришли сюда в чиновники. Но не и... все с бизнеса, есть, которые были исполнительные власти, где-то общественники. Но защищать они смогут предпринимателей? Смогут они, вот поставлена задача, чтобы Республика Башкортостан стала лидером, лучшим регионом по инвестиционному и предпринимательскому климату? В первую очередь они могут дать информацию. Бизнес защищать, как можно защитить каждого, это нереально. Бизнес сам себя должен защищать. Главное не кошмарить бизнес. Вот в этом плане они смогут полноценную информацию, где поддержка, какая поддержка нужна, информацию, где сводить этих же предпринимателей, пусть это будет в районе, должны работать союзы предпринимателей. Только общаясь между собой, находя новые какие-то механизмы, инструменты, они будут развиваться. А ходить каждого защищать, говорить, что вы его не трогаете, он предприниматель, это неправильно. Слово предпринимательство, он предприниматель. Мне кажется, что предприниматель не может он идти по правильному, по единому только пути. Все бы пошли по это, написали бы мы тогда какой-нибудь, кодекс пусть будет, да? Как стать предпринимателем и достичь успеха. Это нереально. И механизмов, как защитить просто предпринимателей, тоже тяжело придумать, мне кажется, нет. А вот вовремя дать информацию, приглашать, создавать условия, конечно, они могут. Что касается уполномоченного по защите предпринимателей, вот на днях был недавно назначен новый уполномоченный Флюр Асадуллин. Его ниша в этой структуре, не будут ли они дублировать деятельность вместе с Госкомитетом по предпринимательству и бизнес-шерифами? Я не знаю, как будет выстраивать работу Флюр Асадуллин, поскольку мы лично не знакомы, только-только познакомились. А до этого деятельность, которая велась, Рафаэль Вагитович, который вел, и Госкомитет, это, наоборот, наполняло друг друга. Именно вот эта регуляторная гильотина, правоприменительная практика с надзорными органами. Это вот настолько все велось хорошо в одной куче, и общественные организации поддержали. Мы единственная республика,
в Российской Федерации, где мы даже создали единый день отчетности. Вы, наверное, прекрасно знаете, что Российская Федерация при правительстве президента есть мониторинговый центр, который оценивает деятельность надзорных органов. И в первую очередь это правоприменительной практики публичное обсуждение. Чтобы не было такого, чтобы тут МЧС один день, налоговый другой день, там остальные надзорные не делились предприниматели, мы решили создать это совместно вот с уполномоченным по правам предпринимателей единый день отчетности. Это вот каждый квартал, после каждого квартала второй месяц, 20 число за 2019 год, скоро тоже вот в ноябре 2020 будет. И вы знаете, настолько это позитивно, когда предприниматели приходят уже с записками. Они не боятся озвучить свои проблемы. Вот от этого тоже, наверное, уходить надо, но когда уйдем, не знаю, менталитет все-таки у нас пока не позволяет. И они, когда приходят, они уполномоченным передают записку и уже меняются контактами. Это же классно, когда чиновник, ты знаешь, сотовый. Ты можешь в WhatsApp отправить на каком этапе решения вопросов. И вот я, возвращаясь к первому вопросу, хотела отметить, что многие чиновники начали делиться сотовыми, личными телефонами. И сейчас нет такой сложности или страха позвонить. У вас телефоны сотовые всех членов правительства, которые отвечают за предпринимательство, есть? У меня лично, да. Это была Лейсан Николаева. У нее есть все телефоны всех членов правительства, которые отвечают за предпринимательство.